Руководители служб такси в Ленске вызовут в администрацию и передадут претензии от горожан. К такому решению пришли участники совместного рейда, членов общественного совета при Ленском РОВД и сотрудников госавтоинспекции. Накануне они все вместе вышли на улицы города и половили тех, кто нарушает правила дорожного движения и правила перевозки пассажиров. С подробностями Наталья Беспалова. В тот день была непогода, но члены общественного совета при Ленском РОВД, в частности Владимир Шардаков, Александр Саморцев и Василий Байчук, дождя не испугались и вместе с сотрудниками ГАИ вышли на дороги города. Возникает много вопросов в части обслуживания населения службами такси. Но, как мы с вами знаем, что такси, не все такси имеют опрятный вид, внешний вид. Техническое состояние некоторых автомобилей даже визуально, когда на них смотришь, что они явно не соответствуют тем требованиям на оказание услуг, как такси. Сегодня службы такси действительно работой обеспечены. Услугами перевозчиков, особенно после снижения стоимости поездки до 100 рублей, пользуются многие горожане. Но вот сервис нынешних служб такси вызывает огромное количество нареканий. Первая остановка автомобиля службы такси, показала карат. Показала конкретно, что просрочена диагностика автомобиля, которая должна была пройти в июле месяце. Сегодня у нас 10 сентября. Просрочка составляет уже более 1,5 месяца. В общем, рейд выявил, что очень многие водители такси нарушают правила и перевозки пассажиров, и дорожного движения. Но попали под проверку общественников не только таксисты. Всего за 2 часа рейда совместно с ГАИ они выявили около 40 правонарушений. В том числе остановили 2 пьяных водителей. Множество нарушений касались тонировки стекол. Мы в Ленске замечаем, что есть автомобили, которые затонированы полностью. И возникает вопрос, почему одним можно ездить, другим нельзя. По итогам рейда члены общественного совета решили обратиться в администрацию с просьбой собрать руководителей служб такси, обозначить им все проблемы и передать недовольство пассажиров. А уже они пусть принимают решение, работать им дальше в этом бизнесе или нет.